В эфире новости, в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Начали коротко о темах к этому часу. Глава Якутии Арсений Николаев в ходе рабочей поездки в Усть-Алданский УЛУС вручил ключи от новой техники фермерам и проинспектировал строительство ключевых объектов. В Чурапчинском УЛУСе состоялась торжественная церемония чествования 28 выпускников-медалистов и студентов ЕГЭ. По инициативе главы района они получили по 100 тысяч рублей. В Амгинском УЛУСе стартовал трехдневный республиканский инклюзивный сплав для детей и подростков с ОВЗ. Мероприятие объединило 12 детей из Амгинского УЛУСа и 5 семей из Якутска. Глава Якутии Арсений Николаев в ходе рабочей поездки в Усть-Алданский УЛУС вручил ключи от новой техники фермерам и проинспектировал строительство ключевых объектов. В рамках визита глава региона принял участие в торжественной передаче тракторов и автомобилей крестьянским хозяйствам. Также он ознакомился с ходом работ на социально значимых стройках. Готовность котельной «Запад-2» составляет 90%, а возведение нового многоквартирного дома идет с опережением графика. По итогам осмотра Арсений Николаев положительно оценил работу районной администрации. На объекте работает 31 иностранных граждан, 6 рабочей техники и инженерный состав. Прораб и начальник участка на объекте. По графику идем нормально, даже сказал бы с опережением на 2-3 недели. Завершили бетонные работы и начали кладочные работы и черновые работы. Состоялась инаугурация нового главы столицы республики. Дмитрий Садовников вступил в должность мэра Якутска. Ему вручили символический ключ от города и серебряный нагрудный знак. Дмитрий Садовников произнес присягу и получил удостоверение градоначальника из рук председателя Якутской городской думы Альберта Семенова. Своими основными направлениями работы на посту градоначальника он обозначил реализацию мастер-плана строительства школ и детских садов, ликвидацию аварийного жилья, ремонт и строительство дорог. Большое переживание то, что за городское хозяйство, возвращаясь, все равно надо, как говорится, повышать качество жизни горожан. И, безусловно, вся моя цель, вся моя, как говорится, мысли, вся моя работа будет на это заточена. И, конечно, безусловно, как и в речи сказал, одному это не преодолеть. Это зависит от работы команды, от депутатского корпуса, взаимопонимания, ну и, конечно, поддержки правительства республики, главы республики. Ну и, конечно, мы все, что наработали мои предшественники, я их буду только, как говорится, повышать. В Якутии стартовал прием предложений по кандидатурам на должности глав Чурапчинского, Жиганского, Мирнинского и Анабарского районов. Подать документы можно с 22 июля по 10 августа этого года в администрацию главы и правительства республики. Право выдвижения имеют политические партии, Общественная палата республики, Совет муниципальных образований региона. Кандидаты должны предоставить пакет документов, включая сведения о доходах, справку об отсутствии судимости и медицинское заключение. Следователи Якутии проводят проверку по факту вынужденного возврата самолета, следовавшего по маршруту Якутск-Алекминск в аэропорт вылета. Инцидент произошел 21 июля этого года из-за неисправности навигационной системы, обнаруженной сразу после взлета. Посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, самолет повреждений не получил. Людей отправили в пункт назначения резервным бортом. Восточный суд СК России устанавливает все обстоятельства происшествия в рамках доследственной проверки. По данным прогноза погоды, в Алекминск сегодняшней ночью вновь ожидаются дождевые осадки. В Алекминске состоялось совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвященное ликвидации последствий летнего паводка. В работе комиссии приняли участие руководители профильных ведомств и главы пострадавших наследников, которые подключились к обсуждению в режиме онлайн. Подробности встречи далее. Режим готовности повышенной силы и средств по Алекминскому району не снимается. Ситуация на особом контроле. Тем не менее, есть и положительная динамика снижения уровней воды. Начало стабилизации, идет динамика спада воды.
Поэтому на участке Дельгей, город Алекмец, у нас спад воды от 2 до 10 сантиметров, в черте города 6 сантиметров. И у нас пошел стабильный спад в районе Троицкой, где был под угрозой подтопления 18 жилых домов. И спад подтверждается выше по течению рек Чары и Алюкма, где спад составил за сутки порядка 1 метра. Несмотря на снижение уровня, остаются вопросы, в том числе по автодороге УМНАС. От Малой Черепаники 630 до 638 затопило 6 участков. Не 3, не 4. Значит, прямо начиная только со съезда с Малой Черепаники через 200 метров, значит, было залито уже 300 метров. Через 300 метров еще 200 метров. На 21 июля населенные пункты от города до Первого Нерюктая без автобусного сообщения. В связи с тем, что у нас нет альтернативного сообщения, здесь мы ждем спада воды. Дорожные службы находятся на готовности для проведения соответствующих технических обследований и проведения аварийных работ. 2 суток без электроэнергии остается село Кылах. Для восстановления электроснабжения необходимо стабильное снижение воды в районе подстанции. По информации энергетиков, как только уровень воды спадет с подстанции, обеспечивающей энергоснабжением данный населенный пункт, время на включение у них займет незначительно. Главам населенных пунктов, где нет сообщения, рекомендовано вести фото- и видеофиксацию с актированием. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В селе Верхневилюйск в связи с капитальным ремонтом частично ограничили движение по центральной улице имени Ленина. Работы проводит подрядчик ОФС в рамках трехлетнего проекта, победившего в республиканском конкурсе в 2024 году. На данный момент ремонт ведется на участке протяженностью более 200 метров, их из общих 3 километров. В процессе задействовано около 10 специалистов и 9 единиц спецтехники. Масштабная реконструкция, начатая в прошлом году, должна быть полностью завершена в течение 3 лет. Это самая главная наша улица, поэтому все ждут, когда закончат эта работа. В этом году подготовка грунта идет. Наш подрядчик ООО «Фест», опыт у нее есть. Они раньше работали на федеральном трассе, поэтому мы верим, что они хорошо сделают. И с нашей стороны тоже контроль есть. И с республиканской Минтранса, Министерства транспорта тоже госконтроль идет. Десятки пострадавших насчитывает дело якутской строительной компании «Гидеон Строй». В редакцию телеканала обратилась многодетная семья Федоровых. В 2024 году она заключила договор на строительство частного дома с этим подрядчиком. Однако по сей день компания даже не возвела фундамент. При этом в строительство были вложены федеральный материнский капитал и ипотечные средства. Как выяснили Федоровы, с аналогичной проблемой столкнулись по меньшей мере 19 человек. Строительство их домов остановилось на разной степени готовности, после чего руководство «Гидеон Строй» перестало выходить на контакт. Многообещающе было, когда мы пришли первый раз в контору к ним. Они прям нам так классно с нами разговаривали, прям уровень сразу было чувствовать, можно было почувствовать как профессионализм. Но в итоге как-то так доверились и не получилось. После получения второго транша они все пропали, и связь не выходит. В Чурапчинском УЛУСе состоялась торжественная церемония чествования 28 выпускников-медалистов и 100-бальников ЕГЭ. По инициативе главы района 100-бальники получили по 100 тысяч рублей, а их педагоги по 50 тысяч. С этого года система поощрения расширилась. Выплаты теперь полагаются и тем, кто набрал на экзаменах более 80 баллов. Особых успехов добилась Чурапчинская гимназия имени Степана Макарова, подготовившая 3 100-бальников и признанная лучшей сельской школой. А ее учительница Лена Семенова отмечена как один из самых результативных педагогов республики. В Чурапчинской гимназии работает более 10 лет. В 2020 году седалище Сардана получила 100 баллов по литературе. В этом учебном году Сивцева Айсана Ко получила 100 баллов по русскому языку. И 3 девочки получили более 80 баллов.
Филиал Госфонда «Защитники Отечества» в Якутии продолжает оказывать поддержку ветеранам боевых действий, уволенным с военнослужбы, а также семьям погибших и пропавших без вести участников СВО. На сопровождении филиала находится более 12,5 тысяч человек. Всего принято 60,5 тысяч обращений, из которых решено 84%. Продолжается прием заявлений на получение удостоверения ветерана боевых действий от сотрудников частных военных компаний. При отсутствии документов, подтверждающих участие в спецоперации, принимаются нотариально заверенные свидетельские показания не менее 2 сотрудников ЧВК, имеющих удостоверение ветерана боевых действий, либо вступившие в силу решения суда. В случае отсутствия подтверждающих документов об участии в спецоперации принимаются свидетельские показания не менее 2 сотрудников частной военной компании, имеющих удостоверение ветерана боевых действий, заверенные нотариально, либо вступившие в силу решения суда о подтверждении факта участия в спецоперации в составе содействующей организации. В Якутске презентовали книгу «Горящие сердца» о волонтерах республики. Это сборник, подготовленный волонтерским движением «Боевые шелкопряды Якутии». Содержит воспоминания людей, которые с первых дней специальной военной операции искренне и бескорыстно помогают российским военнослужащим. На страницах издания подробно рассказывается о заслугах около 500 активистов добровольческого движения, начавших свою работу в 2023 году. Авторы подчеркивают, что такая деятельность не только поддерживает бойцов на передовой, но и укрепляет нравственные качества общества, объединяя людей по всей стране. Познакомиться с историями волонтеров и свободно прочесть новую книгу может любой желающий в библиотеках Якутска. В Амгинском Улусе стартовал 3-дневный республиканский инклюзивный сплав для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие, организованное районным управлением образования совместно с НКО «Солнышко» и фондом «Харысхал», объединило 12 детей из Амгинского Улуса и 5 семей из Якутска. Участники пройдут по маршруту от села Амга до местности Джама богинского наследия. Программа направлена на социализацию ребят и укрепление семейных связей через совместный отдых на природе и походный быт. Сплав будет длиться 3 дня. Программа у нас уже вся расписана. У нас будут и, получается, остановки разные, и включая музей Сагалсыры, и разные активности, с нами вожатые, будут игры, призы, будут дети отдыхать и родители отдыхать. Но мы надеемся, что этот сплав нас всех сплотит и подарит море эмоций. К этому часу это все актуальные новости. До встречи в эфире.